А вы пробовали когда-нибудь разговаривать с мужчиной? Он вам слова не даст сказать. Тра-та-та, та-та-та, то да сё, пятое, десятое. И при этом у него какая-то женская логика, против которой уж решительно ничего не поделаешь. Ах, если бы вы только знали, сколько приходится выдерживать бедной женщине борьбы, отчаянного сопротивления. На нее смотрели бы иначе. Она героиня. Вчера, после обеда, только выхожу я на Дворянскую, и вдруг: «Здравствуйте, Владимир Львович!» Только его тут и не хватало. Я была просто поражена его появлением. Правда, я третьего дня говорила ему, что буду в 6 часов вечера прогуливаться по Дворянской. Но я это сказала вскользь, а совсем не для того, чтобы он там что-то... «Можно, — говорит, — прогуляться с вами?» «Нет, — говорю, — нет, это невозможно». «А почему это такое невозможно?» «Это, говорю, неудобно». «Ну почему это такое неудобно?» «Неудобно, — говорю, — и все тут. Тут и так много народу, нам будет не развернуться». А он говорит: «Ничего страшного, мы перейдем на другую сторону, там просторно». Ну, если только на другую сторону, перешли, гуляем. Я ему о муже рассказываю. И вдруг: «А не выпить ли нам бокал вина?» Ой, боже мой! Чтобы я пошла с вами в ресторан, а он мне говорит: «А я и не смею предложить вам ресторан. Зайдемте лучше ко мне». Нет, 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 что вы с ума сошли? Чтобы я пошла в гости к холостому мужчине? Нет, нет, нет. А я, говорит, не холостой. Просто у меня жена в Ессентуках. Нет, все равно нет, к одинокому мужчине я в гости не пойду. А я, говорит, не одинокий. У меня есть канарейка, граммофон и 2 рыбки в аквариуме. Ой, ну что ему было на это возразить? Умом-то я понимаю, что он прав. Нет, говорю, все равно. Нет, нет и нет. И не просите. Ну что ему было на это возразить? Я пыталась все-таки отказаться. Говорю: «Вы далеко живете. Я устала». Он говорит: «Ничего страшного, мы поедем на извозчике». Я сделала еще одну отчаянную попытку. Говорю: «Кажется, накрапывает дождик». Он говорит: «Ничего страшного, мы вверх подымем». «Нет, нет, — кричу, — нет и не просите». Квартирка у него оказалась премиленькая. Всего 2 комнаты, но обставленные с большим вкусом. Этот чудак сразу засуетился, побежал к буфету, достал вина, фруктов. От вина я отказалась сразу. Нет, 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 категорически нет. Знаем мы эти вина. Он пристал ко мне как с ножом к горлу. Почему, да почему, почему, да почему. А я, чтобы отвязался, сказала: «Я не люблю из таких пить. Я пью из длинных, без ножки». А, говорит, так бы сразу и сказали, у меня как раз такие и есть. Ну что ему было на это возразить? Нет, говорю, нет, нет, нет и не просите. Ну, конечно, после 2-го же бокала у меня закружилась голова, щеки сделались розовые-прирозовые. А этот чудак смотрит мне во все глаза, чокнулся и говорит: «А у вас есть брат?» «Ну да, — говорю, — есть». «А вы с ним когда-нибудь целовались?» «Ну да, — говорю, — мы с ним очень дружны». «А почему бы, — говорит, — и мне, и нам с вами не поцеловаться, если вы с братом целуетесь?» Ну, меня это решительно взорвало. «Нет, нет, нет, ни за что и не просите!» — кричу.
Нет, почему же? Спрашивает этот наглец. Какая же между нами разница? А я говорю, между вами громадная разница. У моего брата усы и борода, а вы совершенно бритый. Однако, говорит он, не всегда же у вашего брата были усы и борода. Когда-то же он был безусым юнцом. Ну да, конечно. Конечно, я понимаю, что он прав. Но все-таки не такая уж я и дурочка. Нет, нет, кричу я. Нет, ни за что и не просите. Почему же, говорит моя дорогая, уж сейчас уже и дорогая. Ведь, говорит, поцелуй. Это простое прикосновение. Вот когда вы спите, вы же касаетесь щекой подушки. А чем же я хуже какой-нибудь подушки? Ой, умом я понимаю, что он прав, но что ему на это возразить? Нет, кричу все равно, нет, 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 ни за что и не просите. Ну просто припер меня к стене. Я говорю, наши силуэты будут видны в окно. Он говорит, пустое, ничего страшного, мы опустим шторы. Я сделала еще одну отчаянную попытку. Говорю, к вам может кто-нибудь войти. Он говорит, пустое, пустое, моя дорогая, у нас дверь на ключе. Ой, только бедным женщинам Господь посылает такие испытания. Я сделала еще одну отчаянную попытку. Я говорю, вы будете меня целовать. Своими поцелуями растреплете мне волосы, а у вас, поди, даже и гребенки нет, чтобы причесаться. И тут, ой, только бедным женщинам посылают такие испытания. Вдруг он подбегает к предзеркальному столику и достает сразу 2 гребенки. О, Боже! Он вырвал последнее оружие из моих рук. Ой, подруга Лили, когда я ей рассказала о том, что мне пришлось претерпеть, просто сказала мне, почему бы тебе, моя дорогая, не сказать просто, что ты замужем и должна принадлежать другому. Я так и всплеснула руками. Боже мой, ведь это же было бы